Добрый вечер, это Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. Итоги дня в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. До Нового года 1 месяц. По Якутии сегодня торжественно зажглись огни праздничных елок в столице и в районах республики. Культура в условиях пандемии. Как изменилась работа учреждений культуры по Якутии? Сюжет из Хандыги. Особенное семейство Стерха. Фильм по таким названиям китайских документалистов в скором времени покажут в республике. «Миротворец-2020». Якутские журналисты стали победителями профессионального всероссийского конкурса. «Мой личный дракон». В Якутске состоялась республиканская премьера уникального документального проекта. Реновация микрорайона Кангаласы. Тему обсудили в рамках второго дня международного ленд-арт-фестиваля Iceman Fest. Народные депутаты Якутии в первом чтении приняли проект закона о внесении изменений в действующий закон о госбюджете на уходящий 2020 год. С законодательной инициативой перед парламентариями выступил глава республики Айсен Николаев. Он поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта. По его словам, несмотря на экономический кризис, сложную эпидемиологическую ситуацию, бюджетный год заканчивается оптимистично. Как проинформировал Айсен Николаев, поступившие средства пойдут на социальные задачи, государственные гарантии прав граждан в области образования, субсидирование коммунального комплекса, увеличение резерва на борьбу с коронавирусной инфекцией, санитарную авиацию. Тем временем 216 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице 114 человек. Среди районов самая сложная обстановка в Мирнинском и Нерюнгринском, где выявили по 10 случаев. В Алданском районе COVID-19 обнаружили у 8 человек, в Чурапчинском Улусе 7 случаев, в Нюрбинском и Оленёкском по 6. В остальных районах от 1 до 5 заболевших. Главное сегодня для всех граждан республики является соблюдение тех правил, которые установлены указом главы республики Саха-Якутия, как связанные с самоизоляцией, так и с ограничениями, которые вызваны режимом повышенной готовности. На настоящий момент перед органами медицинскими, перед медицинскими учреждениями поставлена задача подготовка к вакцинации от коронавируса, которая будет проведена, планируется ее проведение в декабре месяце. И, соответственно, по этой вакцинации, как мы уже и говорили, первоначально эта вакцинация будет добровольной. Первоначально будет проведена она среди групп риска. Это медицинских работников, органов социальной защиты, работников органов социальной защиты и граждан из групп риска в зависимости от логистики поставки, в том числе и от объемов поставки вакцин на территорию республики. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. В Якутске прошло ежегодное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Впервые в республике волонтеры-медики совместно со СПИД-центром брали анализы неинвазивным методом, то есть наличие инфекции проверяли через рот. Результаты известны были уже через 15 минут. Акция началась в 10 утра и продолжилась до 16 часов. По данным Центра СПИД Республики, за текущий год в Якутии выявили 148 ВИЧ-инфицированных, из них 65% заразились половым путем. Мы ежегодно, каждый раз в год кровь сдавали, и сейчас у нас впервые в других регионах давно практикуется без крови, да, неинвазивная практика, а у нас вот с этого года решили тоже попробовать у себя в регионе. И вот впервые ребята открывают. В Нерюнгри продолжается замена лифтового оборудования. Начиная с 2014 года уже заменено 189 лифтов из 274 существующих. Подробнее наш корреспондент Ирина Кичигина. Основная масса ремонта и замены лифтов пришлась на 2017 год, когда был запущен пилотный проект. Тогда было заменено 139 лифтов. В конце октября текущего года завершилась программа по замене лифтового оборудования в домах, где средства на капремонт собираются у регионального оператора «Фонд капитального ремонта». И в эксплуатацию были введены 17 лифтов в 14 многоквартирных домах. Вот сейчас в настоящее время идет ремонт, установлены лифты по 5 адресам. Это Ленина 19, Карла Маркса 3/2,
геологов 81/2 и Мира-5. Еще 5-й дом, Амосово-2, там тоже есть подрядчик, который ведет ремонт. Мы уверены, что в этом году они все сделают. К Новому году наши жители все будут уже ездить на новых лифтах. Лифт – это сложное и дорогое техническое оборудование. В среднем стоимость одного лифта вместе с работой составляет 3 300 000 рублей. С Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия заключено соглашение на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Размер субсидий зависит от средств, собранных собственниками. Для замены лифтов выбираются подрядчики на основе конкурса, проводимого Фондом капитального ремонта. Городская администрация проводит общий надзор и далее в эксплуатацию лифты принимает Ростехнадзор. 2 года назад в нашем доме поменяли лифт. Был старый, неуютный, весь обшарпанный, работал, не поймешь как, грязь, бардак. Теперь поменяли лифты у нас, и чистенько, уютно, и играет музыка, приятно проехать и так далее. Посмотрите, какой у нас лифт теперь. Каждый лифт имеет свой нормативный срок до следующей поверки. Когда он наступает, работа лифтового оборудования останавливается и проводится тщательная диагностика всех систем. В течение 2-3 лет программу по замене лифтового оборудования планируется завершить, и все нерюнгринцы смогут пользоваться новыми комфортными лифтами. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Жизнь учреждений культуры в период пандемии сильно изменилась, но и сами они за это время стали другими, пробуют новые форматы работы, осваивают онлайн-режимы и радуются подписчикам. Сюжет из Тампонского района. В Тампонском районе действует 12 культурно-досуговых учреждений, которые с марта работают в дистанционном режиме. В условиях пандемии они смогли выстроить новые коммуникативные связи с посетителями через онлайн-ресурсы. Творческие конкурсы, мастер-классы, семинары – все теперь через социальные сети. Все коллективы работают в полную силу. Работники старше 65, а их немного, находятся на удаленке. Тем не менее, все календарные мероприятия проводим согласно плану. Многим специалистам на местах пришлось обучиться техническим навыкам. Сами снимают, сами монтируют видеоролики. Стараемся максимально вовлекать людей старшего возраста, так как в связи с пандемией они сейчас находятся на самоизоляции. Вместе с тем ограничительные меры негативно отразились на выполнении плановых показателей учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура». Особенно трудно приходится культурно-досуговым учреждениям, где основные показатели напрямую зависят от платной посещаемости. В столь сложное время невозможно проводить мероприятия онлайн на платной основе, так как проводили они их до пандемии. И данная проблема, я считаю, существует не только на территории нашего района, но и во всей республике в целом и в Российской Федерации. Творческие коллективы с нетерпением ждут перехода на живые выступления. Ведь монитор компьютера никогда не заменит реальное общение. А в творческой профессии оно особенно важно, как для самих артистов, так и зрителей. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Якутские журналисты стали победителями профессионального всероссийского конкурса «Миротворец-2020». В номинации «Детские и молодежные СМИ» лауреатом года назван литературно-художественный журнал для детей «Колокольчик» детского издательства «Кескель» за проект «Таланты Арктики». В этом году эксперты рассмотрели свыше 14 тысяч материалов из 1378 СМИ и блогов на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Конкурс «Миротворец» проводится в 2 категориях – федеральные и региональные, локальные и этнические СМИ. В номинации «Телевидение» участвовали НВК «Саха» и YouTube-блог «Охота и рыбалка в Якутии». Сентябрьский номер журнала «Колокольчик плюс» на русском языке полностью был посвящен комиксам детей коренных малочисленных народов Севера. Каждый человек, который занимается этнической журналистикой, он должен понимать, что национальная политика Российской Федерации заключается в единении всех народов, проживающих на территории нашей огромной многонациональной страны. Особенное семейство стерхов, фильм под таким названием китайских документалистов, в скором времени покажут и в Якутии. Переводами и озвучкой фильма занимались наши земляки, живущие в городе Далянь, Мира и Григорий Максимовы. Якутские стерхи – связующее звено между 2 странами. Сегодня в мире осталось всего
3600 таких птиц и сохранение их популяции – одно из важнейших экологических задач. Документальный фильм как раз рассказывает об их удивительной жизни, рассказывает наш корреспондент Ульяна Шагина. Я пришла на поля лотоса, чтобы пофотографировать стерхов. Якутянка Мира Ушкалова-Максимова озвучивает на русском языке фильм о якутских стерхах, снятый китайскими документалистами. Кропотливая работа по переводу и озвучке практически завершена. В Китае даже сняли новостной сюжет о работе якутских переводчиков. Здесь супруг Миры Григорий делится своими эмоциями от увиденного на озере Паянху. Мы, якутяне, можем прожить всю жизнь, так и не увидев ни одного стерха. А тут их тысячи, да еще и в такой близости. Я очень впечатлен и взволнован. Пресноводное озеро Паянху – единственное место, куда на зимовье слетается порядка 4000 сибирских стерхов. Их популяция стремительно сокращается. Из 3 ранее существовавших маршрутов миграции этих птиц сегодня остался единственный – из Сибири на юг, то есть из Якутии в Китай. И заповедник 5 звезд, базирующийся на озере, делает все возможное, чтобы защитить стерхов в первую очередь от самого человека. На озере Паянху есть возможность, благодаря работе обычных людей, крестьян, которые кормят, подкармливают наших стерхов. Поэтому, конечно, мы под впечатлением, и их вот эти звуки, их голоса стершины, они вводят в транс. Вот это какое-то вот монотонное их пение, просто действительно непередаваемое. Документальный фильм на китайском языке под красивым названием «Особенное семейство стерхов» уже показали по центральному телевидению Поднебесной. Теперь возможность оценить его появится и у российского зрителя. Работа по переводу и озвучке была кропотливой, но у Миры к стерхам особое отношение. Очень надеемся, что к Новому году документальный фильм будет уже готов. И якутяне смогут увидеть историю про особое семейство стерхов. Территорией гнездования в России стерхи выбрали Аллайховский район. На протяжении многих лет территория была регионального значения. И только в прошлом году, благодаря экологам, удалось изменить его статус на федеральный заповедник. За короткий период работы парка проведена большая работа по укреплению материально-технической базы. В настоящий момент подписываются соглашения с научно-исследовательскими организациями, в том числе и с зарубежными. Ведутся переговоры по планированию научных исследований. Начата работа по разработке проектов экологического туризма. Фильм о стерхах не просто документальный фильм. Он призывает объединить общие усилия России и Китая для того, чтобы сохранить мировую популяцию священных птиц. Птиц, которые своим пением и танцами приносят удачу и счастье на всю жизнь. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск, Далянь. Сейчас короткая реклама. Вернемся буквально через короткую паузу. Смотрите далее в программе «Итоги дня». До Нового года 1 месяц по Якутии сегодня торжественно зажглись огни праздничных елок в столице республики и в районах. «Мой личный дракон» под таким названием в Якутске состоялась республиканская премьера уникального документального фильма. Реновация микрорайона Кангаласы. Эту тему обсудили в рамках 2-го дня международного ленд-арт-фестиваля Iceman Fest. Это Якутия-24 в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Продолжаем программу «Итоги дня». Сегодня на площади Ленина в Якутске состоялось зажжение огней главной республиканской елки. В этом году из-за сложной эпидситуации массовых мероприятий, понятно, по этому поводу не было, но через прямую трансляцию на наших телеканалах мероприятие смогли посмотреть все желающие. Главным героем мероприятия стал Чисхан, хранитель холода. Он привез в столицу республики из священной горы Эбяхаява и Меконском Лусе полюса холода символ холода, кристалл, осколок рога быка холода, и передал его главе республики Айсену Николаеву, после сигнала которого была зажжена главная елка. Наша замечательная традиция, заложенная фестивалем «Зима начинается с Якутии», когда к нам сюда вживую приезжает наш Дед Мороз из Великого Устюга, когда тысячи детишек и взрослых собираются на площадях всей нашей необъятной Якутии. В этом году из-за пандемии претерпела изменения. Мы проводим все мероприятия с ограничениями, связанными с коронавирусом. И из-за этого все мероприятия проходят онлайн.
Но вы знаете, зато весь мир может приобщиться сегодня к Якутску, где на самом деле начинается шествие Деда Мороза. Сегодня полюс холода в виде нашего Чесхана здесь уже присутствует. Символ зимы уже здесь, в Якутске. Уверен, что Дед Мороз понесет отсюда по всей нашей великой стране чудо это, холод. Начнется приготовление к Новому году, к радостному самому празднику, во время которого сбываются все наши мечты и желания. Праздничные зажжения елок прошли в районах республики. В этом году жители поселка Тикси в Булунском районе также не стали отказываться от праздничных традиций, несмотря на сильную пургу. Скорость ветра там достигала аж 34 метров в секунду. Ну а в Ленске подготовили для гостей небольшое театрализованное представление с участием Деда Мороза и Чесхана и, конечно же, Снегурочек. Сюжетом представления стала разгадка инструкции по зажжению новогодних огоньков. Кульминацией торжества стал фейерверк, после чего все гости получили от сказочных героев сладкие подарки и сюрпризы. Вообще настроение шикарное. Мы сегодня пришли с детьми с класса, накатались на горке, настроение прекрасное. Елка шикарная. Спасибо большое. С праздником. Зажжение новогодней елки состоялось и на площади Орджоникидзе в Якутске, также в режиме онлайн-репортаж Юрия Осипова. Без зрителей и народного гуляния. Церемония зажжения главной новогодней елки города Якутска прошла в режиме онлайн. Она традиционно стала одним из главных событий фестиваля «Зима начинается с Якутии». Вот уже в 9-й раз фестиваль «Зима начинается с Якутии» радует жителей города и жителей республики своими праздничными мероприятиями. В онлайн-режиме нынче проведены интересные мероприятия и конкурсы, такие как по изготовлению новогодних открыток, как оформить фотозону или украсить новогодний семейный стол. Но кроме этого еще очень много других интересных мероприятий, в которых приняли участие жители нашего города и жители республики. Фестиваль «Зима начинается с Якутии» уже стал одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России. В этом году практически все мероприятия прошли в онлайн-формате. Хочется отметить, что в этом году окружной администрацией проведено порядка 9 мероприятий в рамках фестиваля. Все они проходили онлайн. Единственный республиканский конкурс снежных и ледовых скульптур проходил в очном формате. Елка зажглась. Впереди Новый год, а значит, пора обновления и всеобщего праздника. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Символ якутской зимы грядущего традиционно установили в Якутске. Торжественное открытие ледяной скульптуры быка состоялось на территории кинотеатра «Центральный». В этом году по задумке автора скульптуры из ноздрей быка выпускается пар, а также подсвечиваются глаза. По словам представителей кинотеатра, это ежегодный проект, направленный исключительно на то, чтобы дарить людям новогоднее настроение. Сам скульптор поделился своей мечтой установить огромного ледяного быка прямо под главной елкой республики и сопроводить это надписями на якутском, русском и английском языках. Кульминацией фестиваля стало открытие масштабного арт-объекта, состоящего из нескольких элементов. 5 работ были отобраны из примерно 20 заявок. Первая и самая большая инсталляция встречает зрителей на дне огромного карьера. Следующий объект называется «Небесная медитация». По задумке авторов, эта композиция объединяет небо и землю. Дальше по маршруту арт-объект «Тюген», символизирующий время. В его центре расположен якутский календарь, завершает масштабный арт-объект огромная фигура птицы. Что мы снова возвращаемся к первому арт-объекту, кругу, смотрим вниз, и он открывается со совершенно другого ракурса. Участники готовились к фестивалю и разрабатывали свои арт-объекты. Некоторые работали прямо здесь, в Кангаласах, некоторые в своих мастерских, а некоторые прямо в дни проведения фестиваля резали ткань, морозили ее и ставили на озере. Сегодня в Якутске состоялась премьера документального фильма «Мой личный дракон» режиссера Милы Кудряшовой. В основу фильма легли 3 года работы палеонтологической экспедиции в Сунтарском улусе, в которых работали ученые из Якутии, Санкт-Петербурга и Германии. Картина снята в рамках межнационального исследовательского проекта под названием «Динозавры. Вечной мерзлоты», поддержанного фондом президентских грантов, рассказывает наш корреспондент Александр Хавренко.
Наука и сказка, этника и инновации – все это переплелось при создании уникального документального проекта «Мой личный дракон». Фильм рассказывает о палеонтологах, которые в течение нескольких лет собирали по крупицам доказательства того, что более 150 миллионов лет назад на территории нашей республики обитали динозавры. Но, как говорит режиссер фильма Мила Кудряшова, в первую очередь «Мой личный дракон» – это кино не про динозавров, а про людей. И я могу открыть вам некий секрет, чуть-чуть спойлера в моем фильме. Здесь действительно был великий сибирский рефугиум. То есть это затерянный мир по Конан Дойлу. И все мои герои – это настоящие герои, которых когда-то в своих произведениях отписывал. И Конан Дойл и снимал фильмы про них и Спилберг. Но это реально живущие наши современники, которые очень увлечены своей идеей. В основу фильма легли палеонтологические экспедиции в Сунтарском Улусе, где были обнаружены останки динозавров. Чтобы зрители фильма смогли представить себе, какие исполины некогда ходили по территории Якутии, владелец мини-парка динозавров Александр Файзель создал специально для премьеры картины скульптуру стегозавра в натуральную величину. Как бы мы изначально знали, что да, преимущественно останки стегозавров находят в Сунтарском районе, да, то есть там на раскопках. Поэтому изначально задача была задана именно на такой вид динозавра, как стегозавр. Поэтому именно его я и исполнял. Из легковесных материалов, из металлодеревянной конструкции, с полимеров, покрытий всяких разных лакокрасочных, мастик и так далее. Над фильмом работала большая команда, в которую вошли профессионалы из Якутии, Санкт-Петербурга и Москвы. Во время съемок фильма было сделано 3 мировых открытия в палеонтологии. И, что важно, свою руку к ним приложили и совсем юные жители республики. Благодаря данному проекту появился новый ученый Радомир Федоров. Это мальчик, который с свои 11 лет уже опубликовал свою научную работу, книжку о сунтарских динозаврах. И мы будем, конечно, поддерживать его и ребят, которые участвовали в данном проекте. Сегодня в Якутске состоялась республиканская премьера фильма «Мой личный дракон». Впереди премьеры в Санкт-Петербурге, Архангельске и других городах, а также участие в российских и международных кинофестивалях. И скоро весь мир узнает, что Якутия не только родина мамонтов, но и динозавров. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на телеканале «Якутия-24». Будьте всегда в курсе событий вместе с нами и берегите здоровье, носите маски.